Бисмиллахи рахмани рахим. Никто не знает из людей сокровенного. Никто не знает будущего. И даже пророки. Но отличие пророков от других людей, что Аллах через откровение, через вахи открывал им некоторые сведения, которые относятся к ильмуль гайб, к знанию сокровенного. В том числе открывал им иногда знания о будущем. И они сообщали людям, народам, человечеству о том, что поведал им Всевышний Аллах. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил нам много вещей о будущем. Из тех вещей, которые поведал ему его Создатель. И это указывает нам, служит доводом на то, что это истинный пророк от Аллаха, и заставляет каждого удостовериться в том, что это истинный посланник. Так пророк алейхиссалату вассалям сообщил нам о той смуте, о той фитне, которая возникнет в связи с убийством праведного халифа, выдающегося сподвижника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Усмана ибн Аффана, да будет доволен им Аллах. Пророк алейхиссалату вассалям сообщил об этой фитне, об этом несправедливом убийстве. Сказано, передает Абу Муса аль-Аш'ари, один из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он говорит: однажды я был вместе с посланником Аллаха в одном из садов Медины. Сад, который окружен забором, стеной. Я был там вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, и вот кто-то постучал, кто-то попросил разрешения войти в сад, там, где был пророк, алейхиссалату вассалям. И тогда пророк сказал Абу Мусе: открой ему и сообщи ему о том, что он из обитателей рая. Абу Муса говорит: я пошел и открыл, и увидел, что это Абу Бакр, и я сказал ему о той благой вести, которую поведал пророк, алейхиссалату вассалям, и он восхвалил Аллаха. Затем пришел другой человек, попросил разрешения войти. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал Абу Мусе: открой ему и сообщи ему благую весть о том, что он из обитателей рая. Абу Муса говорит: я открыл и увидел, что это Умар ибн Хаттаб. Я обрадовал его этой вестью, и он восхвалил Аллаха. Затем вновь кто-то попросил разрешения войти. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ифтах лаху ва башширху биль джанна аля бальва тусибу». Открой ему и сообщи ему о том, что он будет из обитателей рая, но после того, как постигнет его испытание. И я открыл дверь и увидел, что это Усман ибн Аффан, и я сообщил ему слова пророка, алейхиссалату вассалам. Он восхвалил Аллаха и сказал: Аллаху муста'ан, да поможет мне Аллах. Пророк, алейхиссалату вассалам, сообщил о том испытании, тяжелом испытании, которое постигнет этого праведного халифа. Айша, радиаллаху та'аля, жена пророка, алейхиссалату вассалам, сообщает, что когда пророк, алейхиссалату вассалам, болел и уже находился у себя дома, не выходя, он сказал: как бы я хотел, чтобы сейчас подле меня оказался один из моих сподвижников. Айша говорит: мы сказали посланнику Аллаха: нам позвать Абу Бакра? Пророк, алейхиссалату вассалам, ответил молчание. Нам позвать Умара? Он опять промолчал. Позвать нам Усмана? Он сказал: да. И когда пришел Усман, говорит Аиша, пророк, алейхиссалату вассалям, начал вести с ним разговор, уединившись с ним. И когда он говорил ему что-то, лицо Усмана изменилось. Усман ибн Аффан, когда прошли уже годы, когда мятежники, хариджиты, которые находились под руководством лицемеров и врагов ислама, окружили дом Усмана, взяли его в осаду. Когда Усман сообщил, он сказал: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тогда дал мне завет. Взял с меня завет, и я буду соблюдать этот завет. Я буду терпеливо следовать этому завету. Ибн Умар, радиаллаху та'аля, сподвижник, сын Умар ибн Хаттаба, говорит: когда
Однажды пророк, алейхиссалату вассалям, упомянул о фитне, о смуте, которая будет. И сказал, он сказал, «Юхталю хаза фиха мазлума». Вот этот человек, он показал на Усмана, в той фитне, в той смуте умрет, будет убит несправедливо, безвинно. Кааб ибн Аджар говорит, рассказывая о том, что сказал пророк, алейхиссалату вассалям, он говорит, однажды мы сидели с пророком, алейхиссалату вассалям, находились с ним вместе, и вот прошел один человек, лицо которого, голова которого была покрыта. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Хаза евма идин аля худа». Пророк сидел со сподвижниками, как говорит Кааб ибн Аджар, и рассказал им, что скоро будет смута после его смерти, будет смута, будет фитна. И проходил как раз этот человек с покрытой головой. И говорит, Кааб, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, вот этот вот в тот день будет на верном пути. И говорит, Кааб, я тогда вскочил, побежал, взял за руку того человека, затем повернулся к пророку, алейхиссалату вассалям, и сказал, этот человек, посланник Аллаха? Он сказал, да. Этим человеком оказался Усман ибн Аффан. Однажды пророк, алейхиссалату вассалям, сказал своим сподвижникам, что вы будете делать в тот день, когда будет бушевать смута, фитна. Она будет биться в частях света, подобно рогам коров. Люди сказали, а что же нам делать? Он сказал, алейкум бихаза васхаби. Будьте вместе с этим, то есть с Усманом. Будьте вместе с этим и с его окружением. Будьте вместе с этим. Он указал на человека. Тогда один из присутствующих побежал быстро к этому человеку, на который указал пророк, алейхиссалату вассалям, подошел к нему и сказал, посланник Аллаха, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, да, этим человеком был Усман ибн Аффан, радиаллаху та'аля. Абу Хурайра, радиаллаху та'аля, передает, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, после меня вы встретите фитну, смуту и разногласия. И люди сказали, что же нам тогда делать, у посланника Аллаха. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, алейкум бин амин вас. Вы должны держаться вот этого верного, надежного человека, то есть Усмана ибн Аффана и тех, которые будут с ним. Айша, радиаллаху та'аля, она говорит, что когда пророк, алейхиссалату вассалям, послал за Усманом, когда он болел, Усман пришел к нему, пророк, алейхиссалату вассалям, похлопал Усмана по плечам. Он милостивый, добрый, жалеющий, сочувствующий своим сподвижникам. Он похлопал его по плечам, подбадривая Усмана, зная от Аллаха, что ожидает этого человека. Он сказал, о, Усман, поистине, возможно, что Аллах оденет на тебя одеяние, то есть сделает тебя халифом, сделает тебя правителем. И если мунафики, лицемеры захотят, чтобы ты отрекся от власти, то не отрекайся от нее, пока не встретишь меня. Не отрекайся от нее, пока не встретишь меня. Не отрекайся, пока не встретишь меня. И сказал это ему 3 раза, саллаллаху алейхи ва саллям. Кто такой Усман ибн Аффан? Усман ибн Аффан, 3-й праведный халиф. Усман ибн Аффан лучший человек в этой умме после Абу Бакра и Умара. Усман ибн Аффан один из 10, которых пророк, алейхиссалату вассалям, обрадовал раем при их жизни. Усман ибн Аффан, человек, которого стеснялись даже ангелы, поистине стеснительность, застенчивость. Когда человек стесняется совершить харам, это из качеств мусульманина. Тех качеств, которых так не хватает нам сегодня. Итак, Усман ибн Аффан обладал этим качеством в полной мере. Он был самым стеснительным, застенчивым человеком в этой умме после ее пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И сказал пророк, алейхиссалату ва саллям, про Усмана, как мне не стесняться человека, которого стесняются ангелы? И сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, самый милостивый человек в этой умме, в моей умме, это Абу Бакр. Самый строгий в защите религии Аллаха, это Умар.
А самый стеснительный, самый застенчивый, правдивый в своей стеснительности и застенчивости — это Усман ибн Аффан. Пророк, алейхиссалату вассалам, умер, будучи доволен Усманом. Пророк, алейхиссалату вассалам, отдал за Усмана замуж своих 2 дочерей. Сначала одну, потом, когда она умерла, вторую. Усман ибн Аффан принес пророку, алейхиссалату вассалам, 1000 динаров и высыпал ему в полу его одежды. И пророк, алейхиссалату вассалам, стал перебирать эти динары. Когда он принес? Когда снаряжал пророк, алейхиссалату вассалам, поход на Табук. Этот поход получил название тяжелого похода, потому что он состоялся в летний зной. Тогда, когда у мусульман было тяжелое положение. И он побудил людей снарядить этот поход, дать деньги на этот поход, средства. И Усман ибн Аффан откликнулся сразу же на призыв пророка, алейхиссалату вассалам, принес эти 1000 динаров, эту 1000 и положил в полу одежды пророка, алейхиссалату вассалам. Он стал перебирать эти динары и сказал: «Ма дарра Усман ма амиля ба'да льюм». После этого дня Усману не повредит ничто из того, что он сделал. Никакой его поступок уже не повредит ему. Усман ибн Аффан не пил вино не только в исламе, но и в эпоху джахилии. Усман ибн Аффан не совершал прелюбодеяния не только в исламе, но и в эпоху джахилии. А вот эти беззаконники, хариджики, преступники, которые несправедливо восстали против Усмана, которые вбили себе в голову различные домыслы, ложные домыслы, и посчитали себя вправе убить Усмана, радиаллаху та'аля, они забыли все это. Они посчитали себя вправе пролить кровь повелителя правоверных Усмана, потому что они не понимали ислам. Если бы они понимали ислам правильно, если бы они имели правильное знание, разве бы они сделали такой поступок? Да будет известно всем, что отношение к Усману – это критерий. Один из критериев, по которым выясняется, человек, он придерживается прямого пути или он на пути лжи. Тот, кто ругает Усмана, кто поносит Усмана, кто критикует Усмана, тот человек не из Ахли сунна валь джамаа, не из последователей сунны. Однажды Ибн Умар, а мы знаем, что Ибн Умар, сын Умар ибн Хаттаба, он любил совершать хадж и умру. И вот однажды он был в Мекке во время совершения хаджа. И туда приехал из Египта один из этих, который принял участие в смуте против Усмана, который принял участие в этих разговорах против Усмана, поддался этому искушению. И он увидел людей, которые сидят кругом, и спросил: кто это сидит? Ему сказали: это пращиты. А что за шейх, который главный у них, которого они все слушают? Люди сказали: это Ибн Умар, сын Умар ибн Хаттаба, радиаллаху та'аля. Когда он подошел к Ибн Умару, этот египтянин, и сказал: я сейчас спрошу тебя о чем-то, Ибн Умар, расскажи мне. Знаешь ли ты, что Усман отступил с поля боя в день Ухуда? Ибн Умар сказал: да, знаю. Знаешь ли ты, что Усман не участвовал в битве при Бадре? Да, знаю. Знаешь ли ты, что его не было тогда, когда мусульмане давали присягу Ридван, в Худайбии? Ибн Умар сказал: да, знаю. Когда этот человек сказал Аллаху Акбар, он обрадовался. Он возликовал, потому что он подумал, что все, он нашел далиль, он нашел довод на вот эти свои заблуждения относительно Усмана, на вот эти домыслы, к которым он прицепился, которые вбил себе в голову. Так невежды, они цепляются за разные мнимые доводы, не понимая ислама, не имея знания, не зная шариат, и потом радуются этим доводам, не советуясь с уляма. Но Ибн Умар сказал ему: а теперь идем, я теперь расскажу тебе и разъясню тебе. Что касается отступления во время битвы при Ухуде, то да будет тебе известно, что Всевышний Аллах простил сподвижников, которые отступили в тот день. Аллах простил их, сказано в суре Аль-Имран. Поистине Аллах, Он прощающий, сдержанный.
Что касается его отсутствия в день битвы при Бадре, да будет тебе известно, что он был женат на дочери пророка, алейхиссалату вассалам, а она в это время тяжело болела, и поэтому он вынужден был остаться, чтобы ухаживать за ней. Но пророк, алейхиссалату вассалам, сказал ему: тебе награда человека, который участвовал в битве при Бадре. Что касается битвы Ридван, что касается присяги Ридван, присяги в Худейбии, то если бы среди сподвижников был кто-то, который был бы также уважаем в Мекке, как Усман, то тогда бы он направил другого, но не было никого более уважаемого мекканцами среди сподвижников, чем Усман. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, отправил его в Мекку в качестве своего посланца. А когда Усман ушел и люди стали присягать пророку, алейхиссалату вассалам, тогда пророк, алейхиссалату вассалам, взял свою правую руку и положил на левую свою руку и сказал: «Хадихи еду Усман», это рука Усмана. Он сам за него присягнул. Он сказал: это за Усмана. Ибн Умар сказал этому египтянину об этом и сказал: а теперь иди с тем, что ты услышал. Возьми и уходи, ступай вместе с тем, что ты от меня услышал. Вот подобные домыслы, подобные слухи, за которые цеплялись вот эти вот беззаконники, вот эти вот бунтари, они побудили их к тому, что они под руководством лицемеров, они разгоряченные речами лицемеров, людей, которые на самом деле не были мусульманами, но сделали вид, что вошли в ислам. Вот эти бунтари явились в Медину. Пришли в Медину тогда, когда был сезон хаджа. Сезон хаджа, и, конечно же, в этот сезон, когда совершается паломничество, большая часть сподвижников, табиинов, они ушли из Медины в Мекку для совершения хаджа. Город был практически пустой. И вот в это время эти бунтари, эти хариджиты явились в Медину и осадили дом Усмана ибн Аффана. И взяли его под арест. И они потребовали от него отказаться от власти, чтобы он сказал, что он не хочет быть халифом, и отныне он не повелитель правоверных. Но Усман ибн Аффан, ведь пророк, алейхиссалату вассалам, дал ему завет перед своей смертью. Какой завет? Завет, то одеяние, которое надел на тебя Аллах. Если мунафики захотят, чтобы ты снял его с тебя, не снимай его с себя. И он крепко держался за этот завет пророка, алейхиссалату вассалам, не потому, что он хотел власть, а потому что это был завет посланника Аллаха. Ибн Умар, он приходил к Усману ибн Аффану, когда он был в такой осаде, и другие сподвижники, и они пытались поддержать его в этом его решении. Ибн Умар ибн Хаттаб, Абдуллах ибн Умар, он пришел к Усману, вошел к нему и сказал: как ты думаешь, о повелитель правоверных, если ты откажешься от власти, ну неужели ты вечен в этом мире? Ну хорошо, пойдешь ты у них на поводу и откажешься от власти. Разве ты вечен в этом мире? Усман сказал: нет. Если ты не откажешься от власти, разве они могут сделать тебе, причинить тебе больший вред, чем убить тебя? Он сказал: нет. Разве они владеют для тебя раем или адом? От них зависит, войдешь ты в рай или в ад? Усман сказал: нет. Поэтому, сказал Ибн Умар, я считаю, что ты не должен снимать с себя то одеяние, которое надел на себя Всевышний Аллах, ибо это станет потом дурным примером для последующих поколений. Каждый раз, когда людям будет не нравиться правитель или не будет не нравиться имам, они будут убивать его. И Усман, радиаллаху та'аля, решил, что благом будет проявить терпение и стойкость. Он отдал свою душу ради сохранения этой религии. Он пожертвовал собой ради Аллаха, ради ислама, для мусульман. Сподвижники говорили ему, те, которые были с ним, люди, они говорили: может быть, нам сразиться с ними. Но толпа была огромная, фитна была ужасная. Усман говорил: нет, пророк, алейхиссалату вассалам, дал мне завет, и я буду терпеливо придерживаться его.
Эта осада продолжалась достаточно долго. И вот эти вот беззаконники, они не просто осадили Усмана ибн Аффана, они лишили его воды. Они запретили доставлять к нему чистую воду, пресную воду. Они запретили ему совершать намаз в мечети пророка алейхиссалату вассалям. Усман говорил тем людям, которые были с ним, своим соратникам, он говорит: почему они убивают меня? Я слышал, что пророк алейхиссалату вассалям говорил: нельзя проливать кровь мусульманина, если только не по 3 причинам: куфр после ислама, или прелюбодеяние, после того, как человек уже был женат, и кровь пролитая, кровь мусульманина пролитая им. За это 3. То есть душа за душу. Клянусь Аллахом, я не совершил прелюбодеяние. Не совершал его ни в джахилию, ни в исламе. Клянусь Аллахом, я никогда даже не помышлял о том, чтобы поменять свою религию за какие бы то ни было блага. И я не убивал душу. За что же они убивают меня? Усман ибн Аффан выходил к людям. Выходил вот к этим людям, которые взяли в осаду его дом, и обращался к ним с увещеваниями, может быть, смягчаться их сердца. Рассказывал им о том, каковы были отношения его с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, как относился к нему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, но их сердца не смягчались. Вот так вот фанатизм слепой, который не основан на правильном знании, толкает людей на подобные действия. И люди думают, что они поступают правильно. Сообщается в хадисе, что когда взяли в осаду дом Усмана, радиаллаху та'аля, он вышел к людям и сказал: я заклинаю вас Аллахом, знаете ли вы, что когда однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и мы были на Хира, это гора возле Мекки, когда мы находились, там вдруг эта гора начала сотрясаться. И сказал тогда пророк алейхиссалату вассалям: «Усбут Хира». Успокойся. Успокойся, фама алейка илля наби, ау сиддик, ау шахид. Потому что на тебе только пророк, или правдивейший, или шахид. Потому что на горе в этот момент были пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был Абу Бакр, сиддик, правдивейший, и были Умар, и были Усман, и были другие сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Дальше Усман сказал: я заклинаю вас Аллахом, разве вы не знаете, что когда был тяжелый поход, пророк алейхиссалату вассалям сказал: кто израсходует средства, которые будут приняты, а у людей в тот день было тяжелое материальное положение, и я снарядил 1/3 войска, который участвовал в этом походе. Эти люди сказали: да, знаем. Эти мятежники сказали: Аллаху нам, да, у Аллаха мы знаем. Дальше Усман сказал: я заклинаю вас Аллахом, знаете ли вы, что колодец Рума, который был в Медине, что оттуда, а это был единственный источник пресной воды в Медине, что из него можно было пить только за деньги, колодец принадлежал одному из иудеев, только за деньги, и я купил за свои деньги этот колодец и отдал его мусульманам, богатому и бедному, и путнику. И все люди сказали: о Аллах, да, мы знаем. Посмотрите, он упомянул им все эти свои достоинства для чего? Не то, чтобы похвастать, а для того, чтобы смягчить их сердца, образумить их, но ничто их не образумило. И выходил он так к ним не один раз. Один раз рассказывают в сообщении, что Усман вышел к ним и сказал: приведите ко мне тех 2, которые подстрекают вас делать, что вы сейчас делаете. И пришли эти 2 человека, сказано, как будто 2 верблюда, как будто 2 осла. Вот так вот эти люди, это их качество, вот такой породы людей, буйные, горлые, непокорные, которые не склонят свои колена, не сядут возле знающего человека, не спросят у них, у знающих людей, не получат фетву, которые руководствуются своим мнением, сказано, как 2 верблюда, или как 2 осла. Их привели, и Усман сказал: я заклинаю вас Аллахом, заклинаю вас исламом. знаете ли вы, что когда пророк алейхиссалату вассалям прибыл в Медину, там не было пресной воды, кроме колодца Рума, и пророк алейхиссалату вассалям сказал: кто купит этот колодец и ведро его передаст во владение мусульман, то ему будет в раю лучше, чем это. И тогда я купил за свое имущество
а вы сейчас мне не даете выпить воды из этого колодца и заставляете пить меня соленую воду моря. Они сказали: да, мы признаем этот факт. Он сказал: я заклинаю вас Аллахом, знаете ли вы, что мечеть пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, стала тесной, потому что появилось много мусульман. И тогда пророк, алейхиссалату сказал: кто купит участок земли такого-то семейства, участок, который примыкал к мечети, кто купит его, то ему будет, и потом прибавит этот участок к мечети, то ему будет лучше, чем это в раю. И я купил этот участок. А сегодня вы запрещаете мне совершать намаз в мечети пророка, алейхиссалату. Люди сказали эти: да, мы признаем этот факт. Я заклинаю вас Аллахом и исламом. Знаете ли вы, что я снарядил войско, которое отправилось в сложный поход? Они сказали: да, знаем. Да, знаем. Я заклинаю вас Аллахом, заклинаю вас исламом. Знаете ли вы, что пророк, алейхиссалату вассалям, был на горе Сабир в Мекке, а с ним был Абу Бакр и Умар, и я, и затряслась гора Сабир, пророк, алейхиссалату вассалам, топнул тогда ногой, похлопал ногой по горе и сказал: «Устой, Сабир. Сабир, успокойся, потому что на тебе пророк и правдивейший, и два шахида». Умар и Усман, радиаллаху та'аля. И эти люди сказали: да, мы свидетельствуем, что это правда. Тогда Усман сказал: Аллаху акбар. Шахиду ли раббиль Кааба анни шахид. Они засвидетельствовали, клянусь Господом Кааба, что я шахид. Они сами засвидетельствовали, что если они убьют меня, то я буду мученик на пути Аллаха субхану ва тааля, несправедливо убиенный. Перед тем, как убили они его, Усман ибн Аффан увидел сон. Сон, из которого он понял, что его смертный час уже близок. И он с покорностью принял волю Аллаха субхану ва тааля, с терпением и покорностью. Аль-Хаким передает в достоверном исламе сообщение о том, что Усман, радиаллаху та'аля, проснулся утром и рассказал людям о том, что он увидел сон. Он сказал: я сегодня видел во сне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И он мне сказал: Усман, сделай ифтар сегодня с нами, у нас. Усман в этот день был постящим. И в этот день к вечеру он погиб. Эти несправедливые люди, они пробрались к нему в дом, перелезли стену, вошли к нему, напали на него и стали бить его своими мечами и пролили эту чистую кровь. И первая капля крови, а в это время он читал Коран, и первая капля крови упала на аят «Фасякфикахумуллах, ва хуа ас-сами'у алим». И Аллах избавит тебя от них. Ведь Аллах слышащий и знающий. Аллах избавит тебя от них, ведь Он слышащий, знающий. И Аллах избавил Усмана от этих людей. Усман, Аллах наказал убийц Усмана. Ни один из них не умер хорошей смертью. Всех их Аллах схватил. Вот так вот, притеснитель, беззаконник, обидчик, галим, несправедливый человек. Пусть не думает, что он убежит от кары Аллаха субхану ва тааля. Если покусился ты без права на чью-то жизнь, на чье-то имущество, на чью-то честь, то знай, что Аллах это не забыл субхану ва тааля. Аллах, Он схватил убийцу Усмана. Аллах, Он отомстил убийцам Усмана. Аллах опозорил, никто из них не спасся от кары Аллаха субхану ва тааля. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: Аллах откладывает несправедливому обидчику. То есть, да, вроде бы кара сразу не обрушилась на него. Аллах откладывает несправедливому обидчику, хатта иза ахазаху лам юфлиту. Но потом хватает его, а когда хватает его, не отпускает. Это предостережение каждому из нас от того, чтобы обидеть кого-то несправедливо. За этими всеми смутами стоял человек по имени Ибн Саба аль-Яхуди. И люди, которые сделали вид, что они вошли в ислам. Но они, пользуясь невежеством толпы, невежеством массы, они стали подстрекать их на вот эти мерзкие действия, и они совершили это преступление.
один из людей, который участвовал в убийстве Усмана, который участвовал в всех событиях, он как-то обходил Каабу, делал таваф. И во время тавафа он сказал, после убийства Усмана уже, он сказал: Аллахумма гфирли, ва ля азунну аннака тагфир. О Аллах, прости меня, это он говорит о Каабе. Прости меня, но я не думаю, что ты простишь меня. Другой человек, который тоже шел с ним рядом, он спросил: почему? Почему ты обращаешься к Аллаху с таким дуа? Он сказал: потому что я дал обет Аллаху, что если я одолею Усмана, если у меня получится, то тогда я ударю его по лицу. И вот когда Усмана убили, он лежал на своем ложе, и люди стали заходить, чтобы совершить намаз погребальный по Усману, я вошел туда, воспользовавшись тем, что никого не было, открыл его лицо и ударил его по лицу. И в этот момент, когда я ударил, моя рука отсохла. Парализовала мою руку. Аллах сделал так, что парализовала руку этого человека, который ударил Усмана после его смерти уже. А что тогда говорить о людях, которые убили Усмана? Какая кара ждала их? А что говорить сегодня о людях, которые порочат Усмана, которые плохо говорят об этом правильном халифе? Тех людях, которые порочат сподвижников пророка, которые называют Абу Бакра, Умара, Усмана кафирами. Такие люди уже появились здесь, в этой земле. Вы не думайте, что это где-то в Иране или в Ираке. Это уже здесь. Да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Если человек порочит сподвижников, ругает сподвижников, значит такой человек порочит ислам и пророк. И Всевышний Аллах просто в завуалированной форме. И убеждение Ас-Сунна ва Джамаа — любить всех сподвижников. И когда поминаешь их, говорить: да будет доволен ими Аллах. И особенно 4 праведных халифов. Да будет доволен ими Аллах, Абу Бакр, и Умар, и Усман, и Али. Саллаллаху алейхи ва саллям.